Это чтобы у вас в памяти осталось, это не просто это официально. Это официальное наше решение о том, чтобы вас наградить. Это часы, именные часы Майли города Бишкек. В Бишкеке 5 декабря прошло мероприятие по случаю завершения дипломатической миссии посла Китая Ду Дэвэнь. На мероприятии присутствовали представители администрации президента, кабинета министров, государственных и муниципальных органов и дипломатического корпуса и депутаты Жогорку-Кенеша. Посол Ду Дэвэнь напомнила, что прибыла в Кыргызстан в марте 2019 года. По ее словам, между лидерами двух стран установлены хорошие рабочие отношения и личная дружба. Как известно, Китай является одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. В марте 2019 года я приехала в Бишкек в качестве чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики, Киргизской Республики. За 5 с лишним лет я стараюсь достойно выполнить свою миссию, отдаю ума и силы ради укрепления дружбы и расширения сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. Сегодня могу с уверенностью сказать, что за это время под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента Кыргызстана Садыра Джапарова китайско-киргизские отношения получили динамичное развитие, вышли на новую историческую высоту. Стороны подтвердили стремление к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания. Добрые соседи, хорошие друзья, надежные партнеры и родные братья стали ярким отражением сегодняшних китайско-киргизских отношений. Мы поддерживаем тесные контакты на высоком уровне. В течение 3 лет председатель Си Цзиньпин и президент Садыр Джапаров уже проводили 4 встречи. Между лидерами наших стран установлены хорошие рабочие отношения и личная дружба. Мы добились плодотворных результатов в высококачественном строительстве «Один пояс, один путь». Товарооборот между Китаем и Кыргызстаном увеличился с 6 миллиардов 300 миллионов долларов США в 2019 году до 19 миллиардов 804 миллионов долларов США в 2003 году. И в этом году этот показатель превысит 20 миллиардов. Получают значимые сдвиги такие важные проекты, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, КПП-Битэль на китайско-киргизской границе, строительство альтернативной автодороги север-юг. Мы реализовали много проектов за счет грантовой помощи правительства Китая. Это первая и вторая очередь реконструкции городской и дорожной сети Бишкека, реконструкция ирригационной системы в 4 областях Кыргызстана, строительство больничного комплекса в городе Ош, предоставление Кыргызстану 100 пожарных машин и 2 мобильных госпиталей. Мы продолжаем реализовать новые грантовые проекты. Это 3-я фаза реконструкции городской и дорожной сети Бишкека, поставка Кыргызстану сельскохозяйственного оборудования, строительство ветеринарной и фитосанитарной лаборатории в Кыргызстане, предоставление Кыргызстану современных медицинских оборудований. Мы заложили капсулы под строительство совместного китайского киргизского автосборочного завода, эко-технического завода по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов в Бишкеке, первой фазы солнечной электростанции Исыкули, гидроэлектростанции Ардо-Такой, второй очередь нефтеперерабатывающего завода Джунда, торгово-логистического городка Манас. Подписано соглашение по строительству международного аэропорта в Джалалабадской области.
Эти проекты будут играть важную роль для развития Кыргызстана. С помощью китайских вузов и компаний мы открыли мастерскую «Любань» и Центр по роботехнике и искусственному интеллекту в киргизских вузах, которые создают новую платформу для подготовки современных промышленных специалистов для Кыргызстана. Мы стали свидетелями дружественных обменов между нашими странами. В борьбе с пандемией COVID-19 Китай и Кыргызстан оказывают друг другу поддержку и помощь. Китай первым направил в Кыргызстан материальную помощь противоэпидемических средств. Первым послал в Кыргызстан группу медицинских экспертов и первым предоставил Кыргызстану вакцины на безвозмездной основе. Наши народы еще глубже убедились, что близкий сосед лучше дальнего родственника. От всей души благодарю коллег из посольства за ваш профессионализм, сплоченность и преданность делу. Я очень горжусь нашей командой. Дорогие друзья, дамы и господа, история показывает, что многовековая дружба и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном отвечает общим интересам обеих стран. Мы будем продолжать прилагать совместные усилия для написания новой главы в создании сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Желаю Китаю и Кыргызстану процветания. Желаю, чтобы дружба между нашими народами постоянно укрепилась. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья. Рахмат. Всегда. Тора Баев также рассказал о роли китайских инвестиций в экономике Кыргызстана и инфраструктурных проектах. Вы навсегда останетесь в памяти нашего народа. Вы всегда останетесь желанным гостем для нас, сказал Тора Баев и пожелал ей здоровья и успехов. Уважаемая госпожа посол, разумеется, ротация с данной должности на другую – это неотъемлемая часть государственной, в том числе и дипломатической службы. Но нам действительно вас будет не хватать, госпожа посол. Вас узнают и знают не только в кругу официальных лиц, но и среди нашего народа, среди широкой общественности. Отмечая и признавая ваш личный неоценимый вклад в дело укрепления двусторонних отношений, президент Кыргызской республики, уважаемый Садыр Нурмужевич Джапаров, в свое время наградил вас высокими государственными наградами, орденом «Доступ» 9 октября 2023 года и почетной грамотой Кыргызской республики. Но самая высочайшая награда – это глубокая благодарность кыргызского народа, то, что вы навсегда останетесь в памяти нашего народа. Госпожа посол, вы всегда будете желанным гостем для нас. Не забывайте про Кыргызстан, приезжайте к нам почаще. Желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, а также новых успехов в вашей ответственной должности. Спасибо за внимание. Еще раз желаю вам удачи. Большое спасибо.